Президент России Владимир Путин обновил состав Совета по развитию местного самоуправления России. Новый состав включает 50 человек против 49 в прежнем. Председателем Совета остается президент России Владимир Путин. Президиум возглавляет премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. В обновленный состав федеральной части Совета вошли вице-премьер Виталий Мутко, вице-спикер Совета Федерации России Андрей Турчак, глава Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, глава Минстроя Владимир Якушев, а от Якутии в состав вошел председатель Якутской городской думы Альберт Семенов. В первую очередь это означает, что у нас появилась возможность донести до Совета по местному управлению при президенте Российской Федерации чаяния наших горожан и, конечно же, те предложения, те мнения, которые являются для нас первоочередными, те вопросы, которые волнуют и горожан, и наших граждан нашей республики. Здесь нам необходимо готовить свои предложения и вносить их для того, чтобы менялись законы в сторону людей. Мы имеем возможность донести до федерального центра, соответственно, там будут прорабатываться предложения в области государственной политики в отношении развития местного самоуправления. И мы надеемся, что мы будем услышаны, и, соответственно, по тем предложениям, которые мы будем озвучивать, будут приниматься определенные решения. Совет при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления является совещательным органом при президенте Российской Федерации, созданным в целях совершенствования государственной политики в области местного самоуправления. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Совета, должны быть направлены исключительно на защиту интересов жителей и органов местного самоуправления. На заседании постоянной комиссии Якутской городской думы по имущественным и земельным отношениям обсудили программу приватизации муниципального имущества городского округа город Якутск на 2019-2021 года. Это преобразование унитарного предприятия аптеки Якутска в ООО и переход МУП «Жилкомсервис» в открытое акционерное общество. Окружной администрации города Якутска было рекомендовано предоставить информацию о планах приватизации муниципальных унитарных предприятий, не вошедших в программу приватизации муниципального имущества до 1 сентября 2019 года, а также проработать вопрос об ограничении продажи муниципальных унитарных предприятий третьим лицам. Как пояснил Департамент имущественных и земельных отношений, приватизация муниципальных учреждений, муниципальных предприятий, которые мы сегодня рассматривали, это МУП «Жилкомсервис», МУП «Аптеки» города Якутска. Это у нас предусматривается соответствующим действующим федеральным законодательством. Приватизация будет вестись поэтапно до 2021 года. Почему начинается именно с этих предприятий? Там есть некоторые финансовые вопросы, и окружная администрация считает, что именно та правовая форма, которую предлагается изменить, более подходит для той деятельности, которую осуществляют эти предприятия. Вторым вопросом на заседании постоянной комиссии это было обсуждение внесения изменений в нормативный правовой акт Якутской городской думы порядок определения баланса содержателя вновь введенных объектов социально-культурной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, построенных за счет средств бюджета городского округа город Якутск. На заседании постоянной комиссии обсудили предложение. При вводе новых объектов должен быть определен балансосодержатель в лице казенного или бюджетного учреждения, не только самого объекта, но и технических сетей, чтобы избежать в будущем порождения бесхозных сетей, что является проблемой для города Якутска. На сегодняшний день в Якутске насчитывается 867 бесхозных сетей, закупка по которым должна быть проведена с сентября этого года, и на эти цели выделено 11 миллионов рублей. На заседании комиссии Якутской городской думы по градостроительству и архитектуре рассмотрели изменения в правила землепользования и застройки, планы застройки микрорайона Залог в ближайшие 5 лет в разрезе кварталов, а также исполнение протокольных поручений депутатов. Вначале депутаты заслушали предложение Управления архитектуры и градостроительной политики о внесении изменений в правила землепользования и застройки, а именно о возможности перевода участков из резервной зоны в ИЖС. Давайте сейчас те участки, которые не подпадают под это резервирование,
Давайте окружная администрация готовьте и переводим их под ИЖС-2. То есть там, где вот спорных вопросов нет. Почему это не сделано? Ну и третье, уже вот Владимир Владимирович говорил, да, ну вот сейчас получается что? Сейчас получается опять рабочая встреча между представителями окружной администрации и республики, по сути. Ну и вот как бы почему до сих пор эти вещи они не были, хотя рекомендации комиссии они были. Вы отработаете с республикой этот вопрос. Члены комиссии предложили Управлению архитектуры и градостроительной политики до конца согласовать все вопросы с республиканским Минтрансом, а также выяснить позицию Минимущества, затем предоставить полную информацию для взвешенного депутатского решения. Следом депутаты рассмотрели вопрос застройки микрорайона Залог на ближайшие 5 лет в разрезе кварталов. В ходе заседания выяснилось, что Управление архитектуры города Якутска предлагает нескольким кварталам Залога разрешить строительство частных домов. Согласно генплану, в Залоге установлена зона Ж6.2 – зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами высотой не более 16 этажей. Управление архитектуры и градостроительства предлагает не вносить изменения в генплан, но внести изменения в правила землепользования и застройки, так как прогноз по освоению территорий на ближайшие 5 лет для этих участков они дать не могут. Депутат Якутской городской думы Сергей Черных заметил, что согласно повестке заседания Управление архитектуры должно было предоставить информацию по застройке всего микрорайона Залог, а не внесение дополнений в план застройки. Сегодня на комиссии по градостроительству и архитектуре были рассмотрены практически все вопросы, которые мы рассматриваем уже в течение года. Это сделано для того, чтобы правильно формировать вопросы к следующей сессии, которая у нас будет рассматривать по бюджету города Якутска на следующий год. Также учесть в бюджете те моменты, которых мы не предусматриваем каждый год, которые случились в этом году, можно сказать, чтобы и они были как-то предрешены и внесены в бюджет с соответствующей корректировкой. В 2017 году было подписано соглашение между администрацией города Якутска и компанией «Водоканал». В результате совместной работы был открыт сквер ветеранов. В этом году акционерное общество «Водоканал» в сквере ветеранов торжественно запустило уникальный для города Якутска объект – первый в республике сухой фонтан. На самом деле удивительное слово, само по себе сухой фонтан. Да? Если фонтан, то сухим вряд ли может быть. Но тут сухость в чем? Сухость в том, что нет чаши. И на самом деле можно спокойно ходить между вот струями. Да? Горожане помнят, когда здесь был снос вот этих деревяшек, первый вопрос стал о том, что здесь, наверное, построят торговый центр. То решение, которое было принято той администрации, что вот прямо буквально в центре города, этот клочок земли, скажем так, золотой земли, да, было отдано вот под такое пространство, общественное пространство, которым могут пользоваться любой горожанин и любой гость нашей столицы. И это здорово. И я думаю, что вот такие решения только надо поддерживать. Председатель Якутской городской думы Альберт Семенов отметил, что в применении новых технологий в общественных пространствах столицы Якутия идет вперед, и в этом направлении нужно двигаться в борьбе за благоустройство города Якутска. Этот фонтан является пока единственным в нашей республике, но я думаю, что этому хорошему примеру последуют и наши остальные предприятия. И чем больше будет у нас таких комфортных общественных пространств, тем, конечно же, будет лучше и удобнее жить всем горожанам. Сухой фонтан в столице Якутии – это еще одна победа жителей столицы в стремлении гордиться своей столицей и благоустраивать свой дом. На летней сцене Центрального парка культуры и отдыха в преддверии Дня знаний 1 сентября состоялось ежегодное мероприятие «Собери ребенка в школу». Депутаты Якутской городской думы Николай Васильев и Наталья Пахомова тепло поздравили будущих первоклассников из многодетных и малообеспеченных семей Алексеевского избирательного округа номер 6 и подарили детям полные комплекты необходимых школьных принадлежностей. Николай Васильев сам родился в многодетной семье, уже много лет помогает подготавливать первоклассников к школе. Дети, самое главное, что я хотел бы, чтобы прислушивать своих мам, пап, сестер, братьев, учились хорошо, только на отлично. Конечно, трудно будет, но всегда
трудности надо своими преодолевать надо, чтобы не было никаких таких трудностей. И больше читайте, больше играйте на воздухе. И сейчас вы прощались летом уже детским садом. И сейчас впереди у вас через неделю ждут двери школ. Поэтому вам желаю здоровья, самое главное. Не болейте, много читайте, учитесь хорошо, прислушивайтесь дедушек, бабушек. Еще раз я вас поздравляю с началом учебного процесса. Дети получили билеты на посещение аттракционов в парке и позитив от игр с аниматором. 1 сентября не только чувство ответственности и серьезности, но и приподнятое праздничное настроение, позитивное отношение к школе. Для этого нет ничего лучше подобных общественных мероприятий, когда будущий первоклассник на деле ощущает себя значимым членом социума и осознает всю важность и необходимость своей будущей учебы. Всегда очень волнительно. В первую очередь не только для детей самих, а для родителей тоже. Поэтому я хочу от имени городской думы, от всех депутатов города Якутска пожелать всем нашим родителям терпения, чтобы они всегда помогали и поддерживали своих детишек. От того, что как мы будем расти их, насколько мы будем им верить, от этого будет зависеть состояние горожанина, каждого горожанина, который будет любить наш город, будет стараться, чтобы город наш развивался. Поэтому, дорогие родители, желаю вам, чтобы вы были всегда здоровы, счастливы, а детишки ваши приносили вам только радость.